Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soylu. Октября 1992 года на Генеральной Ассамблее ООН Кыргызстан был принят в Организацию Объединенных Наций. Об этом мы мечтали очень многие годы, потому что еще 3 марта 1944 года, когда был создан Народный комиссариат иностранных дел, одной из задач было вступление в большую международную организацию, в ООН. И только через много десятков лет эта идея вхождения нашей независимой республики в Организацию Объединенных Наций наконец-то исполнилась. Прошло 30 лет, и очень много организаций ООН, подорганизаций ООН работают успешно в Кыргызской республике. И вот получилось так, что этот юбилей, 30-летний юбилей, совпадает с Ноурузом, с нашим общим праздником весны. И вот Министерство иностранных дел совместно с Министерством образования и науки в лице Национального центра детства и юношества СЕЙТЭК мы организовали прием, мероприятие, большой концерт, театрализованное представление для дипломатического корпуса, аккредитованного в Кыргызской республике. Я очень надеюсь, что нашим дипломатам, которые работают в Кыргызстане, понравится наш подарок для дипломатов. И очень надеемся, что дети, которые несут мечту о мире, о солнце, о надежде, будет осуществлено. И мы очень надеемся, что в мире наступит мир, согласие, дружба, сотрудничество. Спасибо. Улут аралаш достукту, тынчтыкты көздөп келишет. Ушул кош майрамдарды белгилеп, улут аралык достукту, биримдикти даңазалап бүгүн майрамдык маанай тартуулаганы отурабыз. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие зрители. Позвольте от всей души, от всего сердца поздравить вас с наступающим, замечательным, вешним праздником Ноуруз. А еще 2 марта исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как наша страна стала полноправным членом Организации Объединенных Наций. Это уникальная организация, на самом деле, которая состоит из независимых государств, которые объединились во имя мира. В Национальном центре детей и юношества СЕЙТЭК состоялся праздничный концерт, посвященный дружбе народов. Концерт прошел при поддержке Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел Кыргызской республики и Национального центра детей и юношества СЕЙТЭК, который также был приурочен 30-летию вступления Кыргызстана в ООН и празднику Ноуруз. На праздничном концерте приняли участие дипломаты, аккредитованные в Кыргызстане. На открытии мероприятия выступила заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова. В этом 2022 году мы празднуем 30-летие вступления Кыргызстана в Организацию Объединенных Наций и отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений с 58 государствами. В исторический день 2 марта 1992 года Кыргызстан и братские страны Центральной Азии стали членами Организации Объединенных Наций, международно признанными независимыми государствами. С этого времени Кыргызская республика присоединилась ко многим международным договорам и конвенциям ООН в области мира и безопасности, прав человека, экономического и социального развития.
На сцене выступили детские, танцевальные и музыкальные коллективы, хореографические ансамбли «Улыбка», «Ариет», «Акниет», «Каухар», «Джашканат», «Азия-Нур» и учащиеся ансамбля «Байчичикей».
По окончании концерта первый заместитель министра образования Кыргызской республики Бахтияр Орозов поздравил глав иностранных дипломатических миссий и всех кыргызстанцев от имени министра Алмазбека Бишеналиева. Директор Национального центра детей и юношества «Сейтек» Сабира Челпакова выразила благодарность послу Японии Цигеки Маэду за выделение более $66,5 тысяч на приобретение оборудования для зрительного зала. Нашли свободное свое время для того, чтобы увидеть Национальный центр детей и юношества «Сейтек» Дом счастливого детства. Это действительно счастливое детство. Вы сами сегодня являетесь свидетелями того, что на сцене сегодня счастливые дети. Потому как они занимаются своим любимым делом по своей душе и по своему желанию. И мы очень рады дальше сотрудничать, дружить с вами. И мы за мир, счастье, взаимопонимание, мир и согласие. Kırgızistan kurdum yegeni, donutsu var tokalı kentleri, kalınlarda tüvenip yaşayın, öse bir gün gülübün yegenim, Kırgızistan büyütüregen doğru, aklımı çandağım zorum, yaratmadım su biriktim, ay büyüttüm sen bir post. Kırgızistan, Kırgızistan, koynum gibi. Kırgızistan, Kırgızistan, koynum seni bekliyorum. Kırgızistan, koynum gibi. Kırgızistan, koynum gibi. Kırgızistan, Kırgızistan, koynum seni bekliyorum. Издревле последний вторник, Илахыр-Чершенбе, Ахыр-Чершенбе перед праздником Новруз называют также Торпак-Чершенбеси, вторником земли, и отмечают особенно торжественно. Подготовка к Наврузу начинается за месяц до самой праздничной даты, последовательно чествуя 4 вторника. В тюркской мифологии вторник считается священным днем, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий – Су, От, Ел и Торпак – воды, огня, ветра и земли. Только после того, как земля впитает теплую воду, согреет солнцем и овеется теплым ветром, природа окончательно освобождается от оков зимы и наступает весна – светлый праздник Новруз. Посольство Азербайджана в Кыргызстане и Азербайджанское общественное объединение «Азыри» в Кыргызстане провели мероприятие по случаю Торпак-Чершенбеси и праздника Новруз. Приглашенные гости поздравили посла Азербайджана и его супругу Наилю Ханым с праздником Навруз и преподнесли им семени и сладости. Открывая мероприятие в Бишкеке, посол Латиф Гандилов отметил, что в этом году мы отмечаем Великий Новруз как представители победоносного Азербайджана, освободившего свои земли от оккупации. Информируя собравшихся о древнем наследии нашего народа, празднике Новруз, средах, традициях, Латиф Гандилов сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет беспримерные заслуги в национальном вопросе, такие как сохранение национальных и духовных ценностей, возвращение Новруза нашему народу. Поэтому в особом отношении к Торпак-Чершенбеси есть глубокий смысл, пришедший к нам из глубины веков. Он прост и величественен одновременно. Земля кормит человека, и ее пробуждение от холодной спячки означает продолжение самой жизни. Люди с радостью отдают дань матери земле, и на всех праздничных столах красуются символы будущего плодородия и достатка, семени, а также различные сладости. Вся семья собирается вместе, во дворах разжигаются костры, люди желают друг другу счастья и достатка.
4 чаршамба – это уже праздник. И эта чаршамба очень много значит для молодых девушек. Они начинают подслушивать, и то, что слушают, они первые, что то и сбывается в этой жизни. Они наполняют все кувшины и бросают туда черные деньги. И вечером, когда начинает уходить солнце, они выбрасывают, льют эту воду на улицу. И знаете для чего? Для того, чтобы, как у нас говорится, гадабала, и это негодование ушло бы из дома. Обязательно атрибутом, конечно же, является костер. Через костер мы прыгаем, и мы отдаем в костер все свои болезни, все неприятности. А когда костер тушится, пепел выбрасывает за город, чтобы все это болезни, неприятности покинули бы наш дом. Хорошие у нас традиции. Мы выращиваем на тарелках пшено. Это символ достатка. Мы первый чаршамба наполняем все сосуды водой, чтобы не было бы засухи. Тем более сегодня это с экологической точки зрения для нас очень важно. Давайте все вместе будем наполнять все сосуды водой, чтобы было бы, как говорится, благодать и благословение. Председатель азербайджанского общественного объединения «Азыри» Азизага Алиев также поздравил участников и сказал, что несмотря на то, что они живут в изгнании, они не забыли свои национальные ценности, передаваемые из поколения в поколение. Мы также всем в этот день желаем благополучия, добра и любви. Эти этапы, эти вторники – это символы Навруз-байрама. Я искренне всех вас поздравляю. Желаю крепкого здоровья, счастья, чтобы вы всегда были на высоте. Бывший посол Кыргызской республики в Казахстане и Таджикистане Джаныш Рустинбеков отметил, что Навруз является общим достоянием и национальной ценностью всех тюркских народов и поздравил президента Ильхама Алиева с Днем Победы и с Наврузом. Он рассказал о своей встрече с великим лидером Гейдаром Алиевым в Баку в 1993-1994 годах, когда он возглавлял аппарат президента Кыргызской республики и подчеркнул, что азербайджанцы для Кыргызстана играли важную роль в социально-экономической, культурной и политической жизни нашей страны. Вот показатель, какое отношение между Кыргызстаном и азербайджанцем. Что азербайджанцы сделали для кыргызстанцев? Очень много сделали. Поэтому мы очень благодарны. И мне кажется, что самый такой близкий это азербайджанцы. Спасибо. Да? Ахмед, как ты думаешь? Спасибо. Здесь наш пример это самое, да, как его, свидетельство. Да, свидетельство. Да, это свидетельство. Поэтому, да, я еще раз, вот наши друзья, знакомые, я много здесь знаю, которые здесь находятся, наших близких друзей. Вот сейчас уже 3-е поколение выросли, все дети здесь учатся. В мероприятии приняли участие глава клуба «Друзья Азербайджана» Аскар Айтматов, координатор Международной организации по миграции в Центральной Азии Зейнал Гаджиев, гости, представители азербайджанской диаспоры и СМИ. Во время мероприятия на экране была продемонстрирована яркая программа, отражающая все традиции и обычаи праздника Навруз. Выступления с азербайджанскими национальными танцами были встречены аплодисментами. Угощали гостей на мероприятии азербайджанским пловом.
incinmesin. Temizlendik girmez ara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, Yol kısalır aşk gelince. yollar uzun, yollar ince, Yol kısalır aşk gelince. Yaz kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. yaz, kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım diye ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. Toz konmazsın sakın sana, hakkı geçer halkın sana. Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, Yol kısalır aşk gelince. yollar uzun, yollar ince, Yol kısalır aşk gelince. Yaz kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. yaz, Kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Накануне этого праздника заслуженный артист Кыргызской республики Чурмаш Турубеков посетил турецкую общину Ахыска в Кыргызстане и поздравил их с праздником Навруз, выразив свои поздравления фрагментами из арий. Bayramınız tınçlık, amançlık kalıp gelsin. Sizler için ben bir şarkını armağan ediyorum. Kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa. Kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa. Şanı büyük Osman Paşa, Firavun'den sen çok yaşa. Şanı büyük Osman Paşa, Firavun'den sen çok yaşa. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı Türk dostlar. Mınaka bugün жақсы ушул Türk borborunun içinde жақсы сөздөр менен ушул Novruz'a карата чоң байрактар болуп жатат. Кудай буйрса ушул келе жаткан Novruz байрамыбыз бардыгыбызга жакшылыктарды, тынччылыктарды алып келсин. Элибиз жыргалчылыкта жашасын. Эң негизгиси ушул бүт түрк тилдеринин элдери чоң байрам менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Gelecekte ушул Кыргызстаныбызда тынччылыкта, аманчылыкта болсун. Ушул Кыргыз элинде да ушул Novruz байрамы менен куттуктап кетем. Дорогие гости, мы очень рады видеть в сегодняшнем торжестве. Сегодня это Навруз, Новый год для мусульманина. Сегодня вы своим присутствием здесь, вы показали, что мы, киргизы и турки, это два государства, одна нация.
Мы всегда слышали от своих, мы 74 года здесь живем, я всегда, родившись, от своего бабушки слышал матери, отца. Мы всегда довольны Киргизстаном, довольны этим народом, потому что в 1944 году в сталинском режиме так судьба сложилась, что мы попали сюда. Но вы тогда куском хлебом поделились, своим уютом, своим домом, и мы на сегодняшний день вот здесь выжили. И мы эти благодарственные слова будем говорить и передавать своим внукам, правнукам, чтобы они тоже знали, мы откуда пришли, почему мы здесь оказались, кто нас принял, кто куском хлеба поделился, чтобы это никогда не забывалось. Вот это нас всегда объединяет и будет объединять. Мы всегда были дружны и будем. Этот год пусть для нашего государства, для нашего Кыргызстана, для Турции будет очень удачным. Чтобы весна была, приход весны был тоже удачным, урожай был хороший. Во всех домах светило хорошее нашему Кыргызстану процветание и межнационального согласия между людьми. За Навруз, которая соединяет всех мусульман Кыргызстана и мира. Benim babam yüzbaşı, sesi dağılır babam, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı, sesi dağılır babam, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Уважаемые жители и гости столицы, приглашаем всех на праздничное мероприятие «Хош келдің әз Наурыз», организованное столичной ассамблеей народа Казахстана. На площадке столичного дома дружбы для жителей города состоится концертная программа, мастер-классы по прикладному искусству, ярмарка и соревнования по национальным спортивным играм. Домом дружбы будут установлены юрты и алтыбақан. В Казани приготовят Наурыз-куже. Внутри юрт будут выставлены экспозиции столичных этнокультурных объединений в национальном стиле. Также в каждой юрте покажут мастер-классы по прикладному искусству. С 12:00 часов начнутся национальные спортивные соревнования по 5 направлениям. Букатартыс, асгату, гирегөтүрү, казакша күрөс, кол күрөс. По итогам соревнований победителям вручат денежные призы. Будут организованы культурно-развлекательные мероприятия. Победители конкурса в Инстаграм также получат ценные призы за заранее присланные рисунки. В концертной программе выступят профессиональные коллективы, художественные коллективы этнокультурных центров столицы. В мероприятии примут участие представители секретариата Ассамблеи народа Казахстана, администрации президента Республики Казахстан, акимата города Нур-Султан, депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан, послы дипломатических представительств, члены Ассамблеи народа Казахстана, общественные деятели, молодежь и представители СМИ. Будьте гостями нашего праздника.